Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, что он сам себе говорит о вас. Как, в принципе, он вас воспринимает. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени. Задайте ему этот вопрос. Что ты сам себе говоришь обо мне? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина. Какая у него буква Я. Я. Да, самовлюбленный персонаж, эгоистичный персонаж, самонадеянный, вот. Так, что он говорит сам себе о вас? Он говорит, что вы взорвали ему мозг. Говорит, что с ним такого никогда раньше не было. И он, в принципе, не представлял, что такое может быть. Говорит он о том, что вы его настолько сильно вот как-то то ли удивили, то ли поразили, что он до сих пор в себя прийти не может. Здесь какое-то событие между вами произошло. Ну вот буквально накануне, либо ну вот если отмотать в прошлое, там, недавнее прошлое, что-то такое произошло, феноменальное, эпичное, что на него произвело вот такое неизгладимое взрывное влияние. До сих пор не может прийти в себя, до сих пор не может до конца осознать, что это было. Не знает, как к этому относиться, но вы себя явно как-то показали, проявили. И он такой ходит и думает, блин, ну как это? Ну как это, да? Что я должен думать, что я должен делать, как объяснить? Сам себе не может объяснить. Подумайте, что было, как вы себя показали. Но мне здесь показано вы очень сильная, мускулистая и с пикой в руках. То ли вы его чем-то укололи, то ли вы показали свою силу, вы показали, на что способны. Ну, явно что-то в таком ключе. И у него такая была первая мысль — бежать. Бежать, куда глаза глядят. От этой амазонки, от этой сильной женщины. Пока вы ему эту пику не причинное место, значит, не засунули. Вот, прям, да, напугался. Как-то вы себя проявили. Но при этом он и дельфина рисует. То есть вот этот момент возбуждения, восхищения, испуга даже, может быть, у кого-то отыграется, вызвал сильный прилив чувств. И он такой, блин, вот эта женщина, вот это надоет. Господи, мамочка, да я же влюбился. Вот в таком ключе. У вас еще, смотрите, такой вот, не знаю, как правильно сказать, женщина-орел. Орел в женском роде. Орлица, наверное, да? Не знаю, как правильно. Ну, в общем, орлом он вас показывает с такой вот раскрытой грудью. И вы такая, блин, сейчас всех порву. Да. Он так не может. Вы можете, он так не может. И вот это его поражает, это его удивляет. Он такой, как? Как эта маленькая, хрупкая, невероятно привлекательная девушка, женщина, как она может так себя вести? Как она может в один момент так меняться? Да, девчонки. Нет, ну он раньше подозревал, что с вами что-то не так, нечисто. Вот, потому что были какие-то звоночки по поводу того, что вы знаете, умеете, делаете. И он такой думал, да, ерунда, типа, да, угадала, да, показалось. А потом такой, нет, у нее мышцы, у нее мускулы, у нее пика в руках.
И вот опять же орел. Ой, девчонки, что-то я чувствую, вы его прям затмили. Показали ему какие-то рубежи, виражи, которых он раньше не то чтобы не видел, он даже не представлял, что в жизни такое бывает. И знаете еще какая вещь тут показана, что он с какими-то мужиками вот это все обсуждает. И он такой говорит: представляете, они такие: да быть такого не может. Он такой: да, клянусь, это было. Да. Кстати, не ему одному, получается, вы мозг взорвали, систему сломали, еще каким-то 2 мужчинам, с кем он плотно общается. Знаете, девчонки, вот то, что вы сделали, ну, действительно круто. И у мужчины вот как будто бы что-то сломалось внутри, какой-то барьер сломался. Но потому что он показывает вас сильную, мускулистую и дельфина. Это его дельфин. Дельфин — это любовь. Любовь, причем любовь сильная и настоящая. Может быть, он боялся любить, может быть, что-то вот блокировало, да, его любовь к вам, в принципе, блокировала любовь. И вот когда вы ему этот фокус показали, я не могу сказать, что вы конкретно сделали. Вот правда, подумайте сами. Это случилось совсем недавно. В разговоре, свидании, вместе вы что-то делали. Вот как-то вы себя проявили, что он просто ахнул и на попу сел такой: бля, такого быть не может, да? Вот, прям поразили его. Барьер какой-то сломался, шлагбаум такой трынц. И треснул пополам. И он такой: блин, ну я ж люблю. Вот эту женщину я точно люблю. Ее нельзя не любить. Его сейчас переполняют такие эмоции, как ощущение вот этого счастья на кончиках пальцев. А бабочки в животе там у него порхают во все стороны. Да, это не газы, это именно бабочки. И вот он почувствовал, что за вами он готов вот прям на край света идти. И в огонь, и в воду, не знаю, хоть в космос лететь. Вот, ну, зажгли, да, вы сердце его зажгли, вот так я скажу. Зажгли его сердце. Таких ощущений никогда у него раньше не было. Ни с вами, ни с другими. Вообще, в принципе, не было. Он не знал, что он способен на такие ощущения. И вот он ходит, как будто бы ему обухом по голове дали, и улыбается. Ну, улыбается от любви, а вот это легкое головокружение, потому что он в себя прийти не может. Ну вот как-то не комплектуется то, что вы сделали, и то, какая вы есть. Он и так, и сяк, а оно как бы не складывается. Пазл не собирается. Удивили, так удивили. Вы такой у него дикий интерес вызвали. Пробудили в нем этого настоящего охотника. Охотника с большой буквы. И он такой: нет, она будет моя и только моя. И еще, знаете, ему захотелось вам что-то доказать. Либо показать, что я тоже не промах, либо я тебя достоин. Потому что вот она, вы красивая стоите, а он себя показал буквой «Я». Ну, типа, я тоже могу, я тоже тебя удивлю, я тоже докажу. Да, в таком ключе. На подвиги потянула благодаря вам. Не, ну вы крутая, что тут скажешь. Круче вас никого нету. Вот интересно, что вы сделали. Мне не рассмотреть. Я вижу вас сильную, могучую, с мускулами, прям мускулами играете и пика в руках. Что-то вы сделали, что так его поразило. Вам бы, знаете, мастер-классы проводить. Мастер-классы, как мужчину, как уделать за секунду, за минуту. Как поразить, как взорвать ему мозг. У вас явно получится. И еще, девочки, пробудили вы в нем чувства и желания собственника, обладателя, да, прекрасной и драгоценной женщины. Вот хочется ему так, чтобы прям все знали, что вы его женщина, а он ваш мужчина. Это не из-за ревности, это не желание вас в карман к себе спрятать. Это желание, скорее, как похвастаться, да, и сказать: вот видите, она какая классная, она моя, а я ее. Вот этого хочется. Думает о том, как бы это сделать, либо что нужно для этого сделать. Ну, в принципе, рецепт простой. Иди в ЗАГС и
официальненько все это регистрирую, да, что она моя, а я ее. Ну да, да, прям такие мысли уже у него там в голове табунами бегают благодаря вам. Еще он вас показывает лисой. Маленькой, но с длинным хвостом. То есть лиса, она у нас и хитрая, и мудрая, и любого провести может. Но опять же, обладает красотой, и за эту красоту ей все прощают. То ли он вас на какой-то хитрости поймал, то ли он подумал, что вы какой-то действительно хитрый ход сделали. Неожиданный хитрый ход. И такой думает: моя лисичка, моя, да, красавица лиса. Зацепили так зацепили. Здесь как будто бы 1000 крючков в него впилось. И уже все, он ничего с этим поделать не может. Блин, ну так интересно, что вы такого сделали, а? Чем вы его так по голове-то ударили? Что за крючки? Ой, девчонки, если не сложно, просто напишите, что между вами произошло в последний момент, в последнее время, да, в последние там несколько дней, недель. Ну, явно какой-то супер рецепт, который другим поможет. Значит, девочки, я могу сказать, что он будет делать. Здесь мужчина вот так, знаете, закатывает рукава и такой говорит: приступаем. И этот мужчина, он попытается, уже пытается, еще попытается максимально вам соответствовать, максимально вам доказать, что он вам пара, что он вас достоин, что и он тоже что-то из себя представляет. Ради этой цели он будет тратить деньги. Да, вот, денежкой будет показывать. Это могут быть и красивые дорогие подарки. Это могут быть какие-то широкие, яркие жесты, опять же, с деньгами связаны. Да? Может быть, он оплатит что-то ваше для вас. Ну, в общем, поскольку фантазия, я так понимаю, у него скудновата, все-таки вот именно деньгами будет показывать. Знаете, вот есть у меня такое подозрение, что вы с ним ночь провели. Ну, либо у вас была близость, да, и вы такое с ним сделали, что никто и никогда с ним не делал. И он такой сидел, там шморгал носом и такой: как? Я такой счастливый, у меня такого никогда не было. Блин, ну это как, да, действительно к звезде притронуться. Либо птицу Феникс за хвост подергать. Такого действительно не было. Если я права, напишите просто плюс. Я пойму, что я права. Если нет, у вас другое было, ну, напишите, пожалуйста, мне как эзотерику интересно. Я разные отсыпки вижу, но такое приблизительно впервые. Так, еще, мои хорошие. Ну, деньги будет тратить, это хорошо. А если еще наличными будет давать, вообще замечательно. Скажите, да? Вы, главное, там не отказывайтесь. И вот это не надо лишней скромности, не надо думать, где он их взял, не надо думать, что у него там осталось. Это его проблемы. Если он на вас тратит, берем, принимаем, благодарим. Все. А все остальное это уже не ваша забота. Вы не должны решать его проблемы, особенно финансовые. Это прям очень плохо, это дурно, девочки, нельзя. Фу-фу-фу, забудьте про это. Это не ваши проблемы, это его проблемы. Если он на вас тратит, значит, это его желание сердца, и вы этого достойны. Нет, ну, конечно, вы достойны гораздо большего, но тем не менее. Берем, принимаем, благодарим. Все. И еще, мои хорошие, показано, что он решил вас с кем-то познакомить, с каким-то экспертом, кого он считает экспертом. Может быть, это какой-то друг, может быть, это кто-то из родителей, там мама либо папа, может быть, старший брат. Но вот с кем-то решил познакомить. Так что будет вам предлагать знакомство с кем-то со своей стороны. Вот, желательно не отказываться. Это будет жестом доброй воли с вашей стороны. Воспримется на ура. И еще, мои хорошие, если вы задавались вопросом, что он ко мне испытывает, да, что он по-настоящему ко мне чувствует, то я так скажу, очень многое поменялось с вот этого момента и меняется в процессе сейчас. Как я говорила, у него что-то вот прям сломалось внутри, какой-то барьер, что-то сломалось. И этот мужчина прям, знаете, начинает дышать всей грудью, всей грудной клеткой, вдыхать воздух. И любовь такая сильная в нем формируется.
что я даже боюсь ошибиться в прогнозах. Это происходит буквально здесь и сейчас. С каждой секундой, с каждой минутой, часом, днем любовь его, она действительно крепнет, крепнет. Становление любви происходит. Не умел любить, но научился. Вы открыли для него эти грани. Вы открыли для него эту возможность. Она его, конечно, немножко пугает, но это слово там, вы знаете, какой-то допинг, который настолько хорошо и приятно делает, что мужчина не в силах сопротивляться. Сейчас этот мужчина, скорее всего, о вас с кем-то говорит. Ну, либо сам с собой говорит и вашу фотографию, значит, рассматривает. Ну, в соцсетях, либо у него есть, может быть, вы вместе где-то сфотографировались. Прям любуется. Любуется, и вот такие слова «моя», «моя», «она моя». Вот в таком ключе. Ну, я так понимаю, что с этим мужчиной вас ждет много всего интересного. Он, видите, перед вами прям хвост свой распушит. Пусть хвост у него, конечно, не очень, ну, не пышный. Вот. Но что есть, то распушит. Будет стараться производить впечатление, будет стараться показывать, что он вас достоин. Ну и подарки, ждите подарки. Подарки, деньги. В общем, карман раскроет этот мужчина. Ну, потому что, да, хочется, чтобы вы тоже в нем увидели сильного мужчину, подобного вам, либо под стать вам, чтобы вот эта разница между вами, она стерлась. Да, ждет вас много всего интересного и хорошего с этим мужчиной. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.